Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатульна. Вот о чем сегодня в выпуске. Рекордные итоги. Впервые за всю историю строится в год дорог больше, чем на 190 миллиардов рублей. Какие дороги республики в этом году появились и изменились до неузнаваемости, расскажет Рамиль Шайдуллин. Достижение прошлого и взгляд в будущее. Физические основы микроэлектроники рассматривается как основа тех процессов по импортозамещению, которые сейчас провозглашены в нашей стране. Что в Казани обсуждали ученые со всей страны, выслушал Дмитрий Аренин. Юбилейный гастрольный тур начинается именно с Казани. Ваш траур ко мне относится немного. Пусть ваша скорбь чуть-чуть и мне принадлежит. Что подготовил казанской публике Московский художественный театр имени Чехова, возглавляемый Константином Хабенским, расскажет Вероника Гайнутдинова. Сегодня второй день визита Рустама Минниханова в Узбекистан. Он прошел на самом высоком уровне. Президент Татарстана встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Обсудили уже достигнутые успехи в сотрудничестве и перспективы. Это и нефтяная сфера, и автопром, культура и искусство. Направления сотрудничества растут. Президент нашей республики отметил, в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Рустам Минниханов поблагодарил Шавката Мирзиёева за работу в группе стратегического видения России «Исламский мир». Детали рабочего визита в нашем репортаже. Делегация Татарстана сегодня продолжила знакомство с местными предприятиями. Резинотехнический завод в городе Ангрен производит конвейерные ленты, сельскохозяйственные и автомобильные шины. Годовая мощность предприятия – 3 миллиона 200 тысяч изделий. Рустаму Минниханову показали производство и рассказали об особенностях технологии. Татарстан, как аграрный регион, заинтересован в таких поставках. Это уже IT-парк в Ташкенте. Площадка открылась 3 года назад. Президенту рассказали о концепции. Здесь планируют реализовать программы бизнес-инкубации, венчурного финансирования, помогая запуску перспективных IT-компаний. Появится коворкинг-центр, IT-академия, IT-лаборатория и отель. Месяц назад в Казани открылся новый IT-парк имени Ромеевой. И все новое не может не интересовать Татарстан. Это университет ИНХА. Это совместно с Кореей открыт у нас университет информационных технологий. Он очень продуктивный. Президент поручил изучить опыт и возможности IT-парка Ташкента и привлечь к сотрудничеству татарстанские компании. Второй день поездки в солнечный Узбекистан был ознаменован встречей на высшем уровне. Президенту страны Шавкату Мирзиёеву Рустам Минниханов выразил признательность за особое внимание к развитию сотрудничества республик. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство, отметил президент Татарстана. Автопром, нефтянка, энергетика. Все эти направления здесь очень перспективны. И мы получили одобрение, чтобы по всем этим направлениям работа шла. Мы благодарим уважаемого президента Мирамоновича, за его позицию, за отношение к России, отношение к Татарстану. Мы очень удовлетворены нашим визитом. Рустам Минниханов обратил внимание, что год был активным в развитии сотрудничества. Это совместный проект «Технопарк Черчик» и открытый накануне первый международный филиал КФУ в Джизаке. По итогам прошлого года Татарстан-узбекистанский товарооборот вырос на 23% и превысил $193 миллиона. За первое полугодие этого года рост на 34%. Елена Знатульна, Давид Абдуллин, ТНВ, Узбекистан. В Уфе сегодня открыли памятник Герою России, советскому военачальнику, генерал-майору Татарину Минигали Шаймуратову. В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, вице-премьер Татарстана Василь Шихразиев и ВРИО главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Минигали Шаймуратов руководил 112-й башкирской кавалерийской дивизией в годы Великой Отечественной войны. Ее еще называли Шаймуратовская дивизия. Она прошла боевой путь от Дона до Эльбы. Более 3000 солдат были награждены орденами и медалями. 78 его бойцов стали героями Советского Союза и 5 полными кавалерами Ордена Славы. Родился генерал Шаймуратов в нынешнем Кармаскалинском районе Башкортостана. Погиб, освобождая Донбасс. Добровольческий батальон из Башкортостана назван именем Шаймуратова. Сегодня для всей нашей республики особый день, потому что имя генерала Шаймуратова дорого каждому башкортостанцу. Но мы постарались сделать этот памятник не только генералу Шаймуратову, а всем павшим в боях за Родину. В этом смысл большой этого памятника. И что
символично. Вы знаете, что генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. И это переплетение истории, это то, что нужно нашей молодежи, нашим ребятам, которые выполняют сейчас свой ратный долг. Открытие памятника генералу Шаймуратову было приурочено ко Дню Республики, который отмечается сегодня в Башкортостане. Как сегодня не раз подчеркивали на церемонии, чествуя легендарного Шаймуратова, мы отдаем дань уважения нашим героям. Он является образцом героизма для многих поколений. На большом праздничном концерте в честь Дня Башкортостана вице-премьер Василий Шейхразиев зачитал поздравления Рустама Минниханова. 190 миллиардов рублей в этом году были направлены на строительство дорог в Татарстане. Самый большой объект – трасса М-12. На нее в этом году выделили более 100 миллиардов рублей. На втором месте по объему средств – трасса М-7. Активно в этом году реконструировали и региональные дороги. Одна из них – участок, соединяющий Лаишево с селом Черпы. Ее ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Рамиль Шайдуллин оценил масштабы дорожных работ в целом по республике. Еще вчера это казалось мечтой, уже сегодня на дорогу до Казани жители окрестных сел выезжают по новому асфальту. Машины не трясет, разметка, как на федеральных трассах, радуются автомобилисты. Да раньше была убитая дорога тут. Тут заплатки на заплатки по 5 раз на каждом месте. А сейчас отличная дорога. Отличный уровень. Все разметочки, все самые обочины сделано. Очень приятно посмотреть на дорогу. Дорога экономит полчаса времени. Когда она была разбита, жителям Черпов, Влаишева и лаишевцам на дорогу к мосту через Каму приходилось ездить через Державино. А это 32 километра. Не намного меньше жителям Среднего Девятого и Смолдиярова, чтобы доехать до Лаишева. Сейчас вместо 30 километров 3. С конца июля участок был закрыт для водителей, потому что на дороге шел ремонт. И пока водители ездили в объезд за эти 2,5 месяца, дорожные строители не только поменяли покрытие, но и укрепили обочины. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» переложили все слои асфальта. В последние годы дорога перестала справляться с усиленным трафиком. Не помогал даже весенний ямочный ремонт. Новая дорога долговечная. В ее основании положили крепкий щебень, а в сам асфальт добавки из цемента. Все отечественное. Знаем, что у нас будет строиться, допустим, в 2022 году этот объект. Заранее мы складируем у себя, заготавливаем на АБЗ. Щебень уральский, с Урала везется он ЖД путями. Цемент у нас тоже берем его в Татарстане. Здесь ничего импортного, никакого составляющего нет, да, техника импортная. Страна начинает успешно импортозамещать и дорожную технику. Как сообщил сегодня министр транспорта Фарид Ханифов, завод ЕЛАЗ уже выпустил автогрейдер, который почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Впервые в Республике Татарстан выпущен автогрейдер, полностью лазовский, с 3D навесным оборудованием. То есть сегодня эта техника по всем параметрам приблизилась к мировому уровню. Самый большой проект – это скоростная дорога М-12 Москва-Казань. 7-й и 8-й этап, который проходит через Татарстан. В этом году на нее направят 101 миллиард рублей. Вторая по крупности трасса М-7. Ее прокладывают в обход Нижнекамска и Челнов, а также делают 4-полосной до границ с Башкортостаном. Продолжаются работы на дороге Алексеевск-Альметьевск на участке Шали-Бавлы, которая станет отрезком дороги Европа-Западный Китай. Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится в год дорог больше, чем на 190 миллиардов рублей. В Казани продолжают возводить дублер Горьковского шоссе. В высокой степени готовности находится 5-километровый участок 4-полосной дороги, ведущей к храму всех религий. Начинает сбываться и давняя мечта казанцев. К 2025 году будет достроен Вознесенский тракт. О миссии этой дороги я повторяться не буду. Она очень важна для наших жителей. Протяженность этого участка 12 километров. В сегодняшний день на всех участках дороги работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками. По республике завершаются работы по строительству и реконструкции региональных дорог в рамках национального проекта. На 65 объектов направили около 10 миллиардов рублей, больше 4,5 миллиардов из которых из республиканского бюджета. Работы уже завершены на 51 объекте. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район, Казань.
Строительные работы начались у дороги возле 5-й школы Высокой горы. Напомним, в начале сентября наша съемочная группа выезжала на место и рассказывала о проблеме. Родители учеников жаловались. Новую школу в микрорайоне построили, а безопасность учеников не обеспечили. Все потому, что по единственной дороге до школы ездят машины, а тротуаров нет. На благоустройство территории требовалось больше 50 миллионов рублей. Как нам сообщили родители, несколько дней назад строительные работы все-таки начались. Сейчас укладывают асфальт, появится пешеходный переход и специальная разметка. После сюжета ТНВ наш вопрос начал в быстром темпе решаться. Начали наложить нам тротуары. Мы до этого очень боялись отпускать своих детей в школу, потому что это небезопасно и очень страшно. Когда будут готовы тротуары, надеюсь, все родители успокоятся и сами дети самостоятельно смогут идти в школу. Конечно, мы рады, что было до, потому что глина, грязь, дождь, слякоть, дети, родители, которые ходят пешком, это было неудобно. И опять же, повторюсь, машины едут, это все вот. Сейчас очень рада, конечно, что хотя бы движение какое-то пошло. Строительство порядка 600 метров тротуара и установки 14 дорожных знаков с 2 искусственными неровностями. Работы в данный момент ведутся. До конца текущего месяца данные работы будут завершены. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту возгорания в 183-й Казанской школе на Минской. Все произошло в кабинете психолога. Там замкнуло телефон, который стоял на зарядке. Как сообщили в МЧС, в тот момент в этом помещении никого не было. Из здания школы оперативно эвакуировали 1200 учеников и 143 сотрудника. Задымление устранили в течение получаса. Пострадавших нет. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по 2-му автоматическому номеру вызова. По прибытии первых пожарных подразделений уже шла эвакуация учащихся и персонала. Пострадавших, к счастью, нет. Произошло короткое замыкание смартфона в кабинете на 2-м этаже. Создалось очень сильное задымление. У нас есть группа WhatsApp, наш классный руководитель создал. И по WhatsApp она написала, что в школе возгорание. И вот она своих всех учеников забрала в свою квартиру на эвакуацию. В общем-то, паники не было. Нет, там детей не было, говорят. Я вот это слышала, а вот причину не знаю, не могу сказать. В Нижнекамске правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента в школе. Напомним, накануне 9-классница выпала из окна 3-го этажа 12-й школы. У подростка компрессионный перелом позвоночника, перелом предплечья. Ей провели операцию. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Известно, что во время ЧП в кабинете учителя не было. Комментировать случившееся в управлении образования пока не стали, сославшись на проверки Следственного комитета и прокуратуры. В самой школе уже провели беседу с преподавательским составом и родителями девочки. Еще 500 000 рублей собрали для мобилизованных после выхода репортажа на нашем телеканале. Духовное управление мусульман республики благодарит всех зрителей ТНВ, которые поддержали акцию. Напомним, ДУМ на прошлой неделе организовала сбор средств для тех, кто попал под частичную мобилизацию. Свой вклад вносят предприниматели, благотворительные фонды, мухтасибаты и обычные татарстанцы. На сегодня собрано 2 миллиона рублей. Внести свой вклад можно по QR-коду, его вы видите на экране. На собранные средства будет закуплено самое необходимое – продукты питания халяль, одежда и медикаменты. В городах и районах республики начали открывать пункты помощи мобилизованным татарстанцам. Продукты, теплые вещи, медикаменты, средства гигиены – это не полный перечень того, что принимают в специальных пунктах для защитников. К сбору активно подключились в сельских поселениях. Здесь для мобилизованных начали выпускать тактические сидушки и термобелье. Подробнее Светлана Звонарева. В Заинске работают 6 пунктов сбора помощи для мобилизованных татарстанцев. В каждом есть список необходимых вещей, который включает в себя продовольственные товары, медикаменты, средства гигиены, одежду. Пункты работают ежедневно, без выходных. На официальном сайте района у нас размещена подробная информация по перечню приема гуманитарной помощи, по адресам пунктов, по режиму их работы. Также там размещена информация по всем мерам социальной поддержки семьи мобилизованных граждан.
В Зеленодольске неравнодушные жители и местные предприниматели помогают собирать теплые вещи, продукты и медикаменты для участников специальной военной операции. К сбору вещей активно подключаются и сельские поселения. В районе сейчас открыто 5 пунктов сбора помощи. К отправке в Казань готовят теплые вещи, гигиенические принадлежности, сухие пайки. К сбору вещей в поддержку участников спецоперации у нас активно подключаются и сельские поселения Зеленодольского района. В частности, Нижнеуроспугинское сельское поселение и Большекинское. Односельчанами были собраны средства, на которые сейчас продолжается прошив балаклав, будет закуплена теплая обувь, медикаменты и все самое необходимое. В Бавлах волонтеры организации «Золотые руки ангела» начали изготавливать тактические сидушки-пятиточечники и шить белье для мобилизованных. Теплоизолирующий материал сидушек позволяет сидеть на любых холодных поверхностях. Одна из швей-волонтеров Светлана Матека родом из Донбасса. С 2014 года проживает в Бавлах. Попросили нас помочь немножко нашим мобилизованным. Мы откликнулись, в планах шить более сложные вещи, чем эти пятиточечники. Они все делают на добровольной основе, от доброты души, как говорится, потому что все понимают, что сейчас мы вместе, мы сила. В планах шить еще и носилки. Сейчас такие пункты есть практически в каждом районе. Их контакты можно найти на страничках в соцсетях или официальных сайтах администрации. Светлана Занарева, Елена Маврина, Альбина Хамидуллина, ТНВ, Татарстан. Казанские автоцентры продают под продуктовые магазины и офисы. Эксперты считают, шансы удержаться на авторынке есть только у крупных игроков и у тех, кто поставил на подержанные машины. Почему так происходит, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Фарид Мухаммедшин встретился с генеральным консулом Туркменистана в Казани. На минувшей неделе на эту должность был назначен Гуйч Гараев. Глава парламента поздравил его со вступлением в должность и выразил уверенность в укреплении дружественных отношений. Туркменистан всегда был одним из основных внешнеторговых партнеров нашей республики. Товарооборот достиг 77 миллионов долларов. Сильные гуманитарные связи в республике активно работает Туркменское национально-культурное объединение. В настоящее время, как отметил Фарид Мухаммедшин, обсуждаются вопросы расширения межпарламентского сотрудничества. В мае с предложением активизировать его к нему обратился председатель Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своего визита в Татарстан. Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Меджлисом Туркменистана было подписано 10 лет назад. Будущее российской микроэлектроники обсуждали сегодня в Казани. В столице Татарстана открылась всероссийская конференция и школа молодых ученых-физиков. Поделиться передовыми технологиями приехали около 100 ученых из разных городов страны. В этом году конференция посвящена 85-летию со дня рождения основателя Казанской школы ионной имплантации Ильдуса Хайбуллина. Какое достижение татарстанца произвело научный фурор и что для отечественной микроэлектроники предлагают современные специалисты, расскажет Дмитрий Аринин. Уходил в 7 утра, приходил в 11 ночи. Так, по воспоминаниям Рустама Хайбуллина, работал его отец, академик Ильдус Хайбуллин. Физик основал Казанскую школу ионной имплантации и был главным ученым-секретарем Академии наук Татарстана. Ильдус Хайбуллин открыл явление лазерный отжиг, технологию для производства микроэлектроники. Лазерный отжиг. Что это такое простое? Вы берете лазер и шлепаете лазерным лучом по кремниевой пластинке, куда до этого была внедрена какая-то примесь. И бац, и вы получаете микросхему, работающую микросхему. Поскольку это было очень дешево, очень быстро, до лазерного отжига обычно использовали тепловой отжиг стационарный. Отметить достижения прошлого и обсудить технологии современности в Казань приехали около 100 ученых-физиков из разных регионов страны. Как отмечают, ионная имплантация, то есть технология создания полупроводниковых приборов, сейчас обретает большую актуальность. В России стоит задача импортозамещения в сфере микроэлектроники. Конференция, она, значит, есть такое место обмена мнениями, кто что сделал нового, и это очень полезно, как, во-первых, налаживается какая-то кооперация между участниками, да? Потом обсуждаются новые идеи и рождаются, вот, как сейчас принято слово, коллаборации, то есть коллективы, несколько коллективов, которые выполняют часто междисциплинарные исследования, и это позволяет очень сильно продвинуться. Как отмечают участники конференции, для импортозамещения электроники фундаментальные исследования особо не требуются. Достаточно использовать существующие технологии и расширять действующее производство чипов.
На базе того, что есть, нужно развивать новые, потому что то, что есть, работает хорошо. Это производство в Зеленограде. Они там работают не все, но те, которые работают хорошо и делают достойные продукты. Производство в Воронеже, Воронеж Синиет, отечественные аналоги импортных микросхем и не только импортных. В основном это все. Если бы у нас были еще какие-то центры, у нас было бы действительно больше выбора, больше номенклатура производств, так было бы лучше. В это нужно вкладываться. Конференция в Казани будет идти 3 дня. Свои идеи и наработки ученые представят на тематических секциях. Дмитрий Айрин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Долговечность покрытия трассы М-12 гарантирует на Нижнекамск нефтехимия. Здесь производят особые модификаторы дорожных битумов, благодаря которым зимой дороги сохраняют свою пластичность, а летом не допускают образования колеи. У нас здесь разветвленная и линейная марка СБС, термопласт. Эти белые гранулы – ключевой компонент дорог нового поколения. Термоэластопласт или СБС делает асфальтобетон одновременно прочным и пластичным. Зимой такая дорога устойчива к нагрузкам и температуре, летом к возникновению колеи. Задействован по кругу. Модификаторы производят на Нижнекамск нефтехимия. Сырьем служат растворители и мономеры. Весь процесс показывают участникам отраслевой конференции лидеров по производству материалов для дорожного строительства. Мы работаем с готовой продукцией, то есть модифицированные битумы. Здесь конкретно Нижнекамск нефтехимия мы сейчас увидели, что они производят. В части СБС полимеров, которые производит группа компании Сибур, в частности Нижнекамск нефтехим, эти вещества, они способны повысить качество исходных битумных вяжущих. И с этой позиции, я думаю, что это достаточно интересно. Готовый продукт стал нашим ответом зарубежным аналогам и уже активно используется в дорожном строительстве. Пример – трассы республики и страны. Я уверен, что благодаря совместной работе наших команд эти задачи, эти риски мы нивелировали, эти задачи мы решили. И в настоящий момент, равно как и весь этот год, мы работаем стабильно. Группа компаний «Сибур» сохраняют ритмичность и объемы поставок сырья для дорожной отрасли, выполняя обязательства перед инфраструктурным комплексом страны. В Казани сегодня начался гастрольный тур одного из самых известных театров страны МХТ имени Чехова. Московский художественный театр в этом году отмечает 125-летие, и именно со столицы Татарстана стартовал юбилейный тур. МХТовцы привезли 2 спектакля «Сирано де Бержерак» и «Враки» или «Завещание барона Мюнхгаузена». Сегодня прошла большая пресс-конференция с художественным руководителем театра, известным актером Константином Хабенским. Именно на сцене Камаловского начинается гастрольный тур Московского художественного театра имени Чехова. Казанской публике сегодня и завтра здесь представят героическую комедию. Когда уйду в последнюю дорогу, ваш траур ко мне относится немного. Пусть ваша скорбь чуть-чуть и мне принадлежит. Перед премьерой в Казани генеральная репетиция. На сцене известные актеры Юрий Чурсин и Паулина Андреева. В столицу приехал звездный состав МХТ. «Сирано де Бержерак» – пьеса в стихах о поэте и поэзии, о поэтическом восприятии мира. Именитый театр не выступал в Казани уже 10 лет. Московский художественный театр неоднократно выезжал на гастроли в Казань. Перед гастрольным туром большая пресс-конференция с Константином Хабенским. Почему именно Казань стала первым городом России для гастролей? Чего ждать публике и что сам Хабенский ожидает от казанского зрителя? Константин Юрьевич, на длительное время Казань стала вашим вторым домом. Казань вдохновила Константина Хабенского на большие проекты. Именно здесь в 2009 году по его инициативе появилась первая творческая студия развития «Оперение». Первый показ благотворительного проекта «Поколение Маугли» тоже прошел в Казани. Сейчас спектакль войдет в показ МХТ. В Казани было придумано и название для лаборатории Хабенского «Арт-хаб», который объединяет театр, кино и музыку. В Татарстане люди, которые занимаются делом и которые работают, они работают для себя, для своих детей, для того, чтобы здесь все было хорошо. При моих частных разговорах на предмет того, почему вы так сильно отличаетесь от других регионов, отвечали очень просто. Мы просто никуда не собираемся уезжать.
Мы здесь хотим жить и хотим, чтобы здесь было хорошо. Константин Хабенский и сам выйдет на сцену. Он сыграет в главной роли в спектакле «Враки» или «Завещание барона Мюнхгаузена» в театре имени Мусы Джалиля 16 и 17 октября. Оперный выбран не случайно. В постановке мультимедийные и каркасные декорации. Они требуют большую сцену. Декорации к обоим спектаклям доставили на 5 фурах и 2 грузовиках. Мы не цирк дю Солей, который привозит шапито. Нет, мы привозим настоящий цирк дю Солей. Поэтому все, что вы видели в художественном театре, вы увидите здесь. В гастрольном туре насыщенная программа. Помимо постановок, Константин Хабенский проведет и мастер-классы для студентов Казанского театрального училища и Института культуры. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее рубрика «Смысл» с Зуфаром Давлетшиным и прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте. Удивительные люди и истории порой встречаются в нашей журналистской работе. Побывал на полигоне танкового училища, где проходят подготовку мобилизованные, и познакомился вот с этим вот человеком. Башқұрттар кетті ұғышқа датып қалды көк Урал, ат ойнатып алдан бара Шаймұратов генерал. Инсаф Абдулин, баритон Башкирского театра оперы и балета. На сайте театра обнаружил кадры из концерта 9 мая ко Дню Победы. Вот он здесь, в центре хора. С той же песней о башкирском герое, участнике Великой Отечественной, генерале Шаймуратове. Это было в мае. Сейчас Инсаф вспоминает строение автомата и навыки стрельбы из него. И продолжает петь, как видим. Пришла повестка, не стал искать причины, чтобы, говоря по-простому, отмазаться. Или вот еще пример интересных людей. В Казанском Суворовском училище, как оказалось, осваивают киноискусство. Сами пишут сценарии, сами режиссируют, снимают, монтируют. И аппаратура очень хорошая. Не у каждой телекомпании есть такое оборудование, какое здесь. И патриотизм здесь прививается в том числе и через вот такие вот истории. Выпускник училища 2015 года. Этой весной был тяжело ранен, когда группа попала под артобстрел, и он спасал сослуживцев в ходе специальной военной операции. Медики не верили, что его можно спасти. Его буквально собирали, сшивали по частям. 19 осколков удалось извлечь. Еще около сотни останутся навсегда в теле. И он собирается продолжать служить. По инициативе начальника Суворовского училища было решено снять кино об этом выпускнике. Сами же суворовцы это и сделали. И это тот случай, когда не нужно никаких пламенных речей, лекций. Ребята узнали, как все произошло, съездили в госпиталь и сделали правдивое кино. Не приглашали артистов, все роли исполнили сами. С локациями, костюмами, военной техникой помогли коллеги из Казанского танкового училища. Да, может быть, нарушены какие-то законы жанра, может быть, не хватает ребятам актерского мастерства, но кино сделано искренне. И вот автор сценария и исполнитель главной роли. 14-летний суворовец Владимир Ямков воспитывается в той же роте, который был когда-то прототип его героя. Самое сложное же, это, конечно, представить себя этим же человеком, которого ты играешь, почувствовать все его эмоции и передать их на камеру. Есть понимание актерского мастерства, и желание продолжить военную карьеру только усилилось. Уходить полностью в кино и не думает. Эти вот истории о баритоне оперного театра, о раненом офицере и о суворовце, снимающем кино. Во-первых, они о настоящих мужчинах, которые не убегают из страны, не прячутся за чьи-то спины, а просто продолжают свое дело. Во-вторых, эти истории о том, что искусство даже в тяжелые времена облагораживает, помогает жить, творчески подходить к непривычным условиям. Давайте думать о хорошем, давайте творить. В этом есть смысл. С вами был Зуфар Давлетшин. Всего доброго. Элегантные интерьеры, изысканное меню, безупречный сервис, и любое ваше событие станет незабываемым. Банкеты, корпоративы и семейные торжества в Казанской ривьере. Пожалуй, идеальное место для праздника. Позвоните нам 218-00-50. Наша жизнь не стоит на месте.
заставляет двигаться только вперед. Но цена одной ошибки может быть очень высока, если вовремя не сбавить обороты. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Участвуй в программе «Раннее бронирование» от акционерного общества «Татагролизинг». Готовься к новому сезону вместе с нами. Подробности по телефону 203 86 02. Здравствуйте! Время новостей о погоде в студии Гульшат Гельмуллина. Новая акция от Данил Мастер. 10% скидка на заказ любой корпусной мебели только до конца октября. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается облачная погода. Осадки прогнозируются в ночное и вечернее время. Ночью около 7 градусов тепла, а днем температура понизится до 11 градусов со знаком плюс. Ночью дождливо будет и в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура воздуха составит не выше 8 тепла, а днем без существенных осадков и около 12 градусов. Температура продолжает понижаться и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Днем ожидается около 11 градусов тепла, ночью и ближе к вечеру дожди. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, без существенных осадков. Температура днем до 11 градусов со знаком плюс. Прохладно в Болгаре, Доржаном, Буинске. Ночью дожди и около 8 тепла, а днем преимущественно без дождя и не выше 10 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно, временами с дождем. Днем около 12 градусов выше нуля. Погоду в республике формирует циклон, пришедший с Атлантики. Сохраняется пасмурная погода, а температура выше климатической нормы. В четверг будет дождливо, а температура понизится. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани ожидается облачная погода, небольшие дожди и около 9 тепла. Днем преимущественно без осадков и до 11 градусов выше нуля. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая 89%. Магнитное поле Земли спокойное. Несмотря на хмурое небо, пусть в душе у вас будет тепло и спокойно. До свидания.